ад вас залежыць вельмі многа, бо ў гэтым годзе, які мы перажываем уже, і цяпер тоже ў Буцлаве перажывалі наш нацыянальны санктуарый. Там было вельмі много людзей, і праз 2 дні было много людзей. Але папа Францішак недавно спачылы, калі распачынаў новы юбілейны год, вось гэты, які мы перажываем, то ён прасіў нас быць не толькі пілігрымамі надзеі у гэтым свеце, але і апосталамі. Бо пілігрым надзеі гэта той, хто сам крочыць з радасцю і з надзеяй. Вот будзе з Божай дапамогай усё ў нас атрымаецца. Адзін можа так гаварыць і быць пілігрымам. Але ўжо апостол надзеі гэта той, хто абвяшчае надзею, хто заахвочвае да надзеі. І мы менавіта у Буцлаве заклікалі і прасілі пілігрымаў, каб яны былі не толькі пілігрымамі надзеі, але дадому вярталіся апостоламі, адважна абвяшчалі. Нас там было 15, 20, можа і 30 тысяч за 2 дня прайшло. Але калі кожны з іх, кожны з нас не толькі для сябе заставіць у сэрцы гэтыя перажыванні, гэтыя ўражанні ад фэста, але падзеліцца у працы, где-то на адпачынку, чи калі мы нават і пад пад'ездамі зараз, не знаю, чи сядзім, чи не сядзім, каб паразмаўляць і падзяліцца, каб мы гэтым падзялілись. Ну, зараз есть іншыя сродкі, вось. Важно, чтобы мы таксама гэтым дзяліліся. І нас потихоньку будет прибавляться, и будет все больше. Главное, чтобы мы сами имели надежду, чтобы мы уверенно шагали вперед. Получится. Я думаю, не завтра, не послезавтра, а кто знает. Все залежит от того, как мы будем голосить. И тому, браты и сестры, это место будзе цяпер асвяцім, пасвенцім, каб яно тут, якое пабудавана рукамі людскімі, і тут людзі працавалі, але гэты час, на які мы гэтае месца выбіраем для нас на малітву, каб тут прысутнічаў той Дух Божы, Дух малітвы, Дух радасці і еднасці. Папа Лео XIV, сённяшні папа, скажем, нововыбраны папа, звяртаючыся да асабліва моладзі, але не толькі моладзі, кажа, што мы усе розныя. Мы сапраўды усе мы розныя, з розных парафій, з розных сем'яў, але калі мы будзем трымацца Езуса Хрыста з ім, то мы усе будзем адно. Падчас гэтай святой мшы буду молиться за вас, за вашу парафію, новую парафію. Так и в Назарете не все сразу начиналось. Святый Юзеф имел много до работы. А был тесляром, специалистом хорошим, так что и он вам, напевно, допоможет. Мы тоже не забудем. Просим Тебя, Пане, про заступництво Найсвятейшей Панны Марии, святого Юзефа, ласкаво выслухаць нашыя просьбы, каб гэтае месца стало здзейсным для здзейснення вялікіх таямніц збаўлення. А Твой народ, каб прыносіў тут ахвяру і даваў абяцанні, узносіў малітвы з верай і пабожнасцю. Велічаем Цябе, Пане, бо ўсё невымоўнай любові Ты пастанавіў, каб пасля разнастайных вобразаў таямніца гэта месца зняйснялася ў Христе. Ной адзін з айцоў чалавечага роду, калі суняліся хвалі, узвёў Табе алтар і прынёс ахвяру, якую Ты, Ойча, прыняў як прыемны водар, калі аднаўляў запавет любові з людзьмі. Абрахам, наш айцец, айцец веры, трымаючыся ў сэрцы Твайго слова, узвёў алтар і не пашкадаваў Ісаака, свайго любімага сына, каб спадабацца Табе. Таксама Маісей, пасрэднік старога закону, пабудаваў алтар, які акраплены крывёй ягняці містычным чынам
прадказаў алтар крыжа. Няхай будзе ён святочным месцам, гэты стол, каля якога радасна збіраюцца удзельнікі Христовай гасціны, каб, аддаўшы табе клопат і цяжар, яны атрымалі новыя сілы для новага духоўнага жыцця. Няхай ён будзе месцам глыбокага з'яднання з табою і месцам спакою, каб тыя, хто сілкуюцца целам і крывёю твайго сына, прасякнуты яго духам, узрасталі ў любові да цябе. Просім праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Твоей обороне Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погружай молением нашим, а от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, содержанница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Ускликни Богу вся земля, спявайте про славу Ягоного имя, прославляйте Его хвалу, скажите Богу, какие грозные справы Твои. Ускликни Богу, вся земля. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, няхай я не буду хваліцца нічым, акрамя крыжа нашага Пана Езуса Христа, праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Бо ні абразанне нічога не значыць, ні адсутнасць абразання, але толькі новае стварэнне. І над усімі, хто будзе паступаць паводле гэтага правіла, спакой і міласэрнасць, а таксама над Ізраілем Божым. Урэшце, няхай ніхто не абцяжарвае мяне, бо я нашу на целе сваім раны Езуса. Ласка нашага Пана Езуса Христа з духам вашим, браты. Амен. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Няхай володарить у серцях ваших спокой Христовий. Слово Христа няхай живе у вас во всій повноті. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час пан визначив інших 72 вучняв і послав їх по двоє перед собою у кожний город і місце, куди сам мевся йти. І сказав їм: «Жниво сапраўды великое, да работнику мало. Тому просите господара жнива, каб работников послал на жниво свое. Идите, вось я посылаю вас, як ягнят сирот волков. Не берите ни калиты, ни торбы, ни сандалов, и у дорозе нікого не вітайте. У які б дом не увайшлі, спачатку кажите спокой гэтаму дому. Калі будзе там сын спокою, то на ім спачне спокой ваш. Калі ж не, то вернется до вас. Заставайтеся ў тым доме, ешьте и пейте, что есть у их, бо работник заслуговывая платы своей. Не переходьте с дома у дом.
калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, аздараўляйце ў ім хворых і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, коли ласка. Шановні святари, дорогие браты и сестры, парафіяне и гости, работники СМИ, массовой коммуникации. Сьогоднішній год, або год, в яким ми живемо, 2025 год, это, як ми вже згадали, год, юбилейний год християнства. Так загадав, так узгадав Папа Франчишек спочилий. Это так само год 1700-годия от Никейского собору. Вельми важного Никейского собору. Это так само 170 год от догмата об непоколебимом почении на Святейшей Панны Марии. Ну и год, когда отошел Папа Франчишек, год, когда выбрали Папу Льва XIV. Это 80-я годовина Великой Перемоги у Другой Сусветной войне. И многие так само еще юбилеи ваши, наши, кожен з нас має чи день народження, чи годовины суженства. И мы их, скажем, отмечаем, отзначаем, зазначаем, узгадываем. Бо з этим усім, есть якась сатисфакція, рада, що могли 25 год прожить, 10, менше, більше, у суженстві, чи святарським, чи монашським житті. Але над усім гэтым Божая милосердность. Божая милосердность. І об гэтым узгадував святий Ян Павел II, коли обвящав, бо ще 90 год молитви «Веночка до Божої милосердности», и іншее, что звязано, бо тут недалеко, скажем, нас, у Вільнюсі, Єсус Христос об'являвся, приходив у містичний спосіб до сестри Фаустини, яку тоді так і понімали, і розуміли, і не розуміли, як так може. Але це Бог вибирає сродки, місця і людей, праз яких хоче довести людям ту чи іншу правду, або відновити її. Бо це вже все було об'явлено, було говорено не один раз і не одним папою чи святаром, що Бог з'являється милосердним. Але люди так трохи забили це, і почалося що? Почалося те, що ми почали боятися Бога. Бо у більшості людей, на жаль, нас так само католиків, які ходять до костюла, бояться, стісняються Бога. Якби могли бы что-то закрыть, альбо какую-то сокровенную тайну, и Бог про это не знает, тому не идут до споведи, не дадут до коммунии, потому что як я скажу, что я скажу. Бог и так все знает. Только Он чекає нас, людей, нашего деяния, как мы до Его звернулись. А Он готовый все отдать. И тому и пробитое сердце, и тому менавіта у Фатиме Маті Божої вже приходить і просить малих хлопців, дівчат, хлопців, малих дітей, щоб вони передали світу те, що вона хотіла сказати, те, що хотіла сказати від Пана Бога, від її Сина Ісуса Христа, об милосердності, об навертанні. Чому вона вибрала дітей, а не вибрала папу чи ксенза якогось? Бо дети пришли, она им сказала, они там еще немного что знали, понимали, заучили на память и передали, и они были носбитами, они были, скажем, Евангелием 20-го столетия. И они сказали то, что услышали, без приукрас, без добавления. Бо мы, скажем, что-то добавили там еще свое, але ходить о правдивость передачи. И тому Ісус Христос у сьогоднішній Євангелії каже, вислав ще 72 чоловіка, ще 72 своїх учнів,
как они шли на весь свет и обвещали свету Евангелие. Но и тому Євангеліє апостоли 72 Єсус Христос висилає, і той, який був і пішов так само разом, це був святий Павел, який сьогодні у другому читанні сказав: для мене криш Єсуса Христа це все, це найважніше, це головне, і я без його не можу. Коли він до цього дійшов, не одразу, бо пам'ятаємо святого Павла, святого Саула, він ще не був тоді святим Саул, і він нищив людей. Тоді, може, ще не ставили крижі, але він нищив християнів, тих, які повірили у Єсуса Христа, пішли за ним. Не розумів, був молодим, бо не зустрів Христа. Але коли зустрів Христа, і так само і зустрів Христа, пам'ятаємо, це не було просто, що Ісус Христос прийшов, його обняв: дорогой, прощаю, давай починай другую жизнь. І він його з коня скинув. Він скинув, упав, хорошо так побився, потрубувався. І потім, коли йому вже дійшло, бо був діалог Ісуса Христа з ним, каже: слушай, почему ты меня переследуешь? Почему ты мешаешь? Почему ты не принимаешь? Каже: а хто я? Каже: я Єсус, якого ти преслідуєш. Тому ця зустріча у їх, говорячи про ті зустрічі їхні, про те, що там відбувалося тоді, ми розуміємо, що їм теж не було легко, їм було вельми тяжко. Бо це було щось нове, новизна. Такого ще не було. І в це треба було повірити. Сьогоднішнє 21 століття, многі з нас ще з 20 століття, ми пам'ятаємо, розуміємо, як було, пам'ятаємо і кажемо часами: о, наші батьки, або моя бабуля була така побожна, дядуля такий був побожний, там мама ружанця з рук не випускала, це все. І потім ми повинні так само задатися таким питанням: а що змінилося? Тресть, содержание Евангелия не изменилось. Солнце, может, физические, химические, чи какие-то там эти свойства немножко меняются, чи тухнет, чи что, но это тоже не. Ветер, воздух, да. Кукуруза, она еще выше растет, ніж тогда росла, бо знаем же, как ее выращивать. Машины, дороги, но это все поменялось, и казалось бы, что вот это все сприяет тому, что Евангелие, и чтобы люди лепей доехали до костела, пришли, себя чувствовали вольными, бо мы, напевно, може, и вы можете сказать, что и ходили до костела и по 5-10 километров, и зимой, и летом одним цветом, и никто не спрашивал, хочешь, не хочешь, шли, и это было. И вот, что меняется? Наше сердце, и дяковать Богу, оно не каменное, оно живое, оно пульсирующее. І воно не тільки серце у тим вигляді, чи у тим значенні, яке ми розуміємо, але серце – це значить цілий чоловік, чим він живе, що розуміє, як сприймає, кажуть, а безсердечний чоловік. Як безсердечний, він не жив би, його серце є, тільки треба його укшталтувати, треба його допасувати. До чого? До серця Єсуса. До серця Єсуса треба допасувати. І де це відбувається? Не всегда, скажем, на операционном столе и дякуючи хирургу и скальпелю, або теперь еще этим новым технологиям, куда идут и лазеры, не лазеры. Да, есть пересадка сердца, есть пересадка сердца. У нас в Беларуси с 2009 года начали пересадки сердца делать, и уже их отбылось очень много отбылось. Но відомо, що є і донори, є і это, і так чи іначе. Є такий оповід, правдивий оповід, коли жінка одна, яка вже знайшли донора, и уже была в больнице, пересадка, после обеда все хорошо, завтра с утра операция, это вечер, и потом, проблемы. Она вся аж лякотить, не это, потому что я не знаю, каже, чье это сердце, чи она была верующим человеком. Каже, а что мне с этого, когда мне пересадят сердце, я обуджусь, проснусь,
а я буду неверующий. Вот на что мне такое жизнь? Но мы это так разумеем, но вот мы разумеем, скажем, больше духовно, релігійно. Серце – це все, що я, це моя тоєсність. Але серце так само це ще, і ці меншні мышцы, орган. Его можно развивать, его можно, менять. И тому мы говорим сегодня в этом месте, в этом, якое освятили. Здесь, тут, в этом месте может и будет отбываться перемена человеческого сердца, узмацнение нашего сердца, подбадёрывание нашего сердца. И это уже так само залежить от нас, які будемо приходити. Ласка Божия, допомога Божия, вона есть, вона присутничає постоянно, тільки ось, як чоловік на це відкрився. І так як їдемо далеко, або кажемо, в Боровля, від нас залежить, от кожного з вас, і від Дениса, от Святослава, будут министрантами, будут помогать, будут играть, на этих роликах ездить. Где-то слово через слово можно что-то сказать друзьям, что у нас появилось место святое, что у нас есть место, где применяется сердце. Гэтое, наразі гэтое, пока этое. Потом побудуем больше, чтобы сюда, в новинки, ехали с радостью в этот микрорайон. Бо тут присутнічає Бог, бо тут Ісус Христос, лікар душ і серць людських, робить великі справи. Було у Фатімі, Матері Божої, ми узгадували про Вільню з Єзусом до Фаустини. Буцло, а чому не може у нас новинка? Може і буде, коли ми об гэтым засвідчимо, і коли ми скажемо, або завтра на работе, вы приходите после долгих выходных, и вам, и напевно будет, так замучились, и так устали, вроде бы отдыхали, а так устали, чтобы еще один день, а вы с радостью, с духовным этим самым, а я так хорошо отдохнула, я была там, я был это вы, апостолы сегодняшнего дня. Может, нас еще пока не 72, 48 записалось, але все от нас зависит. Будет 72, и 7200 тысяч будет со временем. Все будет. Только чтобы мы, опять-таки, не чинили это только, скажем, на показ, альбо это, але чтобы мы дозволили, как Христос нами керовал, как Он нам подсказывал, чи намекал, як жить, як поступать. Тому то, що ми співали у сьогоднішнім псалмі, ці слова повторали, там було таке содержання, тресть, завартость. Бог ущо може. А з Богом так само і ми. Тому тримаймося, святий Юзеф, ваш небесний опікун, патрон, заступник. Ми ведаємо, що він ведаем, мусил говорить, мусил разговариваться, бо якось заручилися з Найсвятейшою Панною Марією, то не мог мовчки. Просто Святое Писание, в Святым Писании почему-то не записали его слов, але записано его действия. Працевал, опековался, боронил, надо было, даже утекал, забираючи Матір Божию і Пана Єзуса, дитятка Єзус, бо була погроза. Але моцно тривав у своїх постановах і обіцяннях, які дав Пану Богу. Тому саме моцно тримайтеся, не піддавайтесь, все у нас получится. С Божьей допомогой мы все здійснимо. На хвалу Божию, на користь людям, и для нас так само будет радость, будет гордость и пошана. Аминь. Пане Боже, Молимся об шматликих святарских и монашеских покликаниях, как добрая новина могла распаўсюджвацца по всем свете. Тебе просим. выслухай нас, Пане. Молимся за людей, которые находятся у адпачынку, каб за гэты час
яны умацоўвалі сваё здароўе і веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся у інтенції нашої супольності парафіяльної святого Юзефа у Новинках, каб яна разрасталася у колькості і росла у віри. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся у інтенції присутного серед нас митрополита, арцепископа Юзефа, просячи об дари Духа Святого, потребної ласки, Божию опеку у його пасторським свідченні. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх жихаров тут гэтага мікрарайона, які вже ёсць, які будзе яшчэ больш разрастацца, каб тыя новыя, якія будуць прыходзіць, то яны дабаўлялі тут каларыта такого рэлігійнага, бяспечнага, каб тут гэты мікрарайон заўсёды асацыіраваўся з дабратой, любоўю, згодай, дзе можна і ночью ідці без охраны і без фонарика, і дзе можна любыя дзверы пастучаць і адкроюць, тебе дапамогуць. Каб сапраўды тут пульсавала той любоўю, той згодай, радасцю. Это так мы патрабуем, чакаем, нехай оно здзейсніцца. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прими, Боже, наши молитвы и дай свету познать, что наблизилось Твое владарство, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно. Спокойно. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ваша Ексцеленція, щиро дякую вам за те, що ви до нас приїхали, за те, що узначалили святую мшу, першу святую мшу ось у нашій парафії, за те, що освятили это место, оно теперь освященное, можно сказать, святое, где мы нашей молитвой ее далее будем освячать. Щиро заплати Бог за ваше пасторское слово, за кем вы звернулись до нас. Заплати Бог так само за канонику Юрию, за то, что тот с нами молился первый раз у Новинках. Щиро заплати Бог. Дякую для ксьондза Станіслава. Може ще на хвилинку присядьте. Напевно, перша святая мша, так чи інакше, это важно, чтобы мы не испугались, чтобы мы не снохвотились. Это дотычется особенно молодежи. Дениса и Святослава, и так само и вашего Буяшка, читати. Короче, всех нас. Чему? Бо когда нас много, когда великая парафия, так, чи великий костел, тогда нам можно как-то так немножко где-то и спрятаться.
Ну, вот там где-то стали в толпе. Чему теперь вот червоный костел, ну, закрытый, ремонт там. Ну, и люди еще пытаются это вот, я там был, ходил, я так привык там это. И я одного спросил, а хорошо, что такая вот душа открытая вот у человека была, у мужчины? Вот там было так хорошо, там он зашел, тебе никто не знает. Костел огромный, сел, посидел и ушел. А другая справа, ну Божья справа, когда Иисус Христос нас запрошает в диалог. Тут нема уже, что от этого, когда нас мало, все, вот только мы, вот на вас двоих teraz хлопцы, вся министрантура, чтобы комжи были, это были. Я скажу, когда до нас приехал в 1983 году, я еще был подростком, приехал новый ksiądz Жилис такой, иезуита слепый приехал, у нас до этого был старейший святар. И он николи не говорил про министрантуру, что треба служить, потому что нельзя было. И он николи там не говорил про покликание до святарства. Но другие были, скажем, это. А этот приехал, и он силой нас повел до алтаря. Вот про костел невеликий, но мы ходили до костела, понимали, что треба робить, как все люди робят. А як десь пам'ятаю, он затянул нас, такая правда, до алтаря. Но страх был, не только я, с рыцей холодным потом вспотели и неким. А это ж ничего, как мы туда пошли. Потому что треба стоять, все на нас глядят. А когда пришло до читания, и он взял книжку он литовец был, пробовал по-польски говорить, на, читай. Треба дочитать лекцию. Тогда мне вся вода из организма вышла. И я взял, и все, что читать? Первый раз, никогда никто ничего не показал, как читать. Читать-то я умел, но не... Тогда я читал все так, как написано. 14 звичайная неделя, этого не читай. Я говорю, что тут написано? Сразу читай, читание что-то. Але перебороли это все, и страх, и это самое, и потом уже на другую неделю мы уже читали, и спевали, и звоночки уже были. Казалось бы, что в костеле звоночек, але он нас дисциплинирует, значит, и он надает такой поваги, и он нас... мы уже знаем, что звонки зазвонили, что треба там чи встать, чи уклемчить, чи это. Тому все от нас. Распределить обязанности это и удержимся мы, вытрваем мы. То около нас начнет и другие еднаться с нами. Хоть теперь лето, но так, как говорят, как зимой. Взял снежок, слепил, на крышу кинул, и до тебе вернется такой ком, что боронись и держись. Можно там поехать, але потом, как будет тут костел, будете идти в подручку с жонкой, с детьми, с внуками, идете красиво одеты до костела с пацерками, не треба ни на метро, ни на машине, и калории спалите, и свет побачите, и тут будет уже, напомню, новые дома, там не кукуруза, хотя тоже кочаны, если без химии. И все это, только надо вдаться, скажем, в бой. Никто не обещал, что будет легко. От початку. Але zobaczmy, как не было смелых этих, то и в космос не полетели бы, и не будовали бы и библиотеки, и атомки. А так все начали, построили, користаем, довольны. Так что, jak będzie miejsce, to есть так само и люди, которые хотят помочь, хотят заставить после себя, скажем, какой-то знак. Колись будовали, и teraz будуют. Так что все у нас получится с Божьей допомогой. Но все зависит от вас, чтобы вы были таким звеном, которое, бывает так, что в парафиях, что есть такое звено, оно закрытое, самовысторчальное. Мы.
а других не допускать. А у нас повинно быть иначе. Мы должны быть так, как магнит, притягивать других и раскладывать. И потом, главное, покомандовать. Уже будут люди приходить. Каждый человек, который пришел, это тот человек, кому-то что-то можно поручить. Согласны? Да. Денис? Да. Все будет хорошо. Да. Главное, приход для души. Конечно, конечно. Но чтобы, скажем, так для, не для ясности, а так напевно понимаем, бо жизнь костела, парафии, это не только мша святая недельная, это много-много-много больше, это и катехеза, и не просто, что вот надо заучивать и все там, Отче наш, чи верую в Бога, там, чи какое-то другое, спевы. Это все, когда поем, но то тоже легкие разрабатываются, и эти не надо в спа ходить. И інші, або это вакации с Богом, какие-то походы, не походы на байдарках, решили поехать в Буцлав на этих моноколесе, пожалуйста. Так ksiądz Pralat, наш Владислав Завальнюк, он на этом одном моноколесе, у тебя это 2 колеса, а он на этом колесе аж в Буцлав заехал. В 70 лет. Надо дать спокой. Но поехал, ну что сделаешь, не остановишь его. И доехал, поэтому тут нет, и это вот жизнь костела, вот это она, и это где-то поехали, какие-то походы, туры, пилигримки, поехать и автобусом. Это все суженские встречи, але вот нужен огонек. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай ім'я Пана буде благословлене. Теперь и навеки. Допомога нашого імені Пана. Який створив небо і землю. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Заставайтесь у покої Христа. Дякуємо Пану Богу. Богу заспіваймо всі, дякуєм Тобі, о Пане, бою щасті і тузі. Ти завсюди разом з нами, Богу заспіваймо всі, спів подяки, радости спев. Где-то мы были, не скажу в какой парафии, но там на направлении Могилева заехали в неделю с ксензом Юрием. Так само мша, а это, там они спевали. Ну, в костеле было, может, человек, 40, под 50. Но они так спевали, так плакать хотелось. Я вот потом им говорю, слушайте, с такой рекламой, кто до вас пойдет с такой рекламой? Но христианство это радость. И, кажу, органистка была, и черными клавишами не играть, только белыми. Ну, вы знаете, пытали у органистов, это пришли, а почему клавиши не черные, не белые? Я не мог что им сказать, объяснить. Там начали объяснять, там это бемоль. Вот черными на похоронах играю, а белыми на свадьбе.